Инту посетили председатель Комитета Республики Коми по тарифам Анна Тюрнина и руководитель службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора Ольга Микушева. В ходе рабочего визита был проведен прием по личным вопросам, а также ряд совещаний с руководством округа, энергетиками, ресурсниками и представителями управляющих компаний. На встрече с руководителями управляющих компаний Ольга Микушева и Анна Тюрнина довели до сведения информацию, которую необходимо знать представителям жилищно-коммунальной сферы и собственникам квартир в многоквартирных домах. Всем интинцам рекомендуется воспользоваться приложением госуслуги «Дом», с помощью которого люди могут передать данные по счетчикам, оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, узнавать о плановых работах и аварийных ситуациях в доме, направлять жалобы и обращения в управляющую организацию, а также участвовать в онлайн-голосованиях по общедомовым вопросам. Устанавливается администратор, определяется администратор общего собрания, да, и считается, что все, собрание, значит, начинается в такой форме проводиться. Значит, кто-то голосует вот в электронном виде, а те бабули, вот, ну, действительно такие есть, они у нас еще долго будут, такие потребители, которые не могут воспользоваться такой возможностью, не хотят. Бланк, значит, человек заполняет вот собственноручно, и он просто цепляет, вы его цепляете туда вот к протоколу, вот где решение, вот в сканированном виде. То есть это тоже будет считаться, что человек принял участие вот в общем собрании, которое проводится в электронной форме. И если нужно, опять же, какие-то более подробные консультации, у нас специалисты в службе тоже проконсультируют. Но нужно, коллеги, я понимаю, что не хочется что-то нам менять в своей жизни. Жизнь такова, что мы все переходим на цифровизацию. Нам устанавливают определенные показатели, и мы должны все-таки тоже меняться. Как бы нам этого не хотелось. В конечном итоге люди поймут, что это тоже очень удобно. И есть вот плюсы, еще раз скажу, вот при ситуациях, когда меняете управляющую компанию. Все говорят, что очень трудно провести общее собрание. Да, знаю, что трудно. Но также вы их лихо проводите, когда хотите дом увести в другой управляющей компании. У вас это получается просто за полдня. Протокол рождается. Поэтому не убеждайте меня в том, что это сложно. Я знаю. Далеко не все управляющие компании предоставляют качественные коммунальные услуги. Работы по обслуживанию жилфонда выполняются не на 100%. Руководители ЖЭКов ссылаются на недостаток средств. Некоторые организации не повышали тарифы уже несколько лет, так как собственники голосуют на собраниях против увеличения стоимости. По словам руководителя службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора Ольги Микушевой, управляющие компании имеют право применить тарифы, утвержденные городской администрацией. Вы ходите на общее собрание с предложением, с вынесением вопроса об увеличении размера платы, значит, в повестку. Причем был 20, вам нужно, грубо говоря, 28. Обязательно прикладывать, приходите на это общее собрание и объясняете людям о том, что за 20 я уже, уважаемые жители, не могу обслуживать ваш дом так, как я должна его обслуживать, потому что надо мной, извините, надзорный орган, да, око надзорного органа, и он заставляет меня это делать, потому что я обязан своевременно и двор почистить, и подъезд отремонтировать и так далее. За 20 я не могу, вот не могу, все подорожало, нужно 28. И вы обосновываете это, вот все затраты, вот они у меня приложены, да, вот по большому счету, вот кто готов, кто желает, пожалуйста, ознакомьтесь. Но обязательное условие – собрание должно быть проведено, то есть должен быть кворум этого собрания. Мы с вами предполагаем, вот я не знаю, там с уверенностью на 70% могу сказать, что собственники примут решение о неутверждении 28 рублей. Вы-то выходите на собрание, собственники голосуют не утвердить 28. То есть кворум – обязательное условие. Значит, общее собрание состоялось, кворум есть. Собственники не приняли решение об увеличении размера платы, и у нас начинает действовать часть 4 статьи 158. Вопрос о том, чтобы в случае непринятия решения применять тариф, утвержденный органам местного самоуправления, прописывается в собрании?
Нет, этого не нужно. Вы просто за То есть мы месяц... не будем уведомлять их. То есть они не соглашаются на 28, Вы- мы такие скрываем, ну тогда будет 32. Нет, вы не скрываете, вы за месяц обязаны уведомить собственников о том, что, например, вот с 1 Ну, мы им на собрании говорим, если вы сейчас не утвердите 28, у вас будет утвержденный органом местного самоуправления 32. Можете им А можно сказать. скрыть? Лучше не скрывать, Лучше не не надо. скрывать, я думаю, что лучше Значит, тогда они по-честному утвердят 28. утвердят 28. Управляющие компании обязаны обслуживать и содержать жилищный фонд в надлежащем состоянии. Все работы должны выполняться качественно и в срок. Вы-то управляете домами. Для чего? Для того, чтобы жилищный фонд наш, вот он сохранился как максимально долго в том состоянии, в комфортном для проживания состоянии. Вот наша с вами задача. И наша, и ваша. И я напоминаю, что размер платы за содержание общего имущества должен быть установлен в размере, обеспечивающем вам, возможность выполнять те работы, которые вы обязаны делать. И я, вот понимаете, я каждый день осуществляю надзор за деятельностью управляющих организаций. Каждый день. Это наша работа. И я вижу при рассмотрении административных дел, когда нам управляющие компании говорят, мы не можем, Ольга Михайловна, мы не можем это сделать, потому что у нас размер платы там 16 рублей. Да это безобразие полнейшее. У вас размер платы должен быть нормальным, чтобы вы могли нормально работать. Ольга Микушева напомнила представителям управляющих компаний об их обязанностях своевременно очищать кровли многоквартирных домов, а также дворы от наледи и снега. Также необходимо внимательно следить за состоянием подъездов и проводить ремонтные работы. Особенно важен тщательный процесс подготовки жилфонда к отопительному сезону. Я езжу по всей республике, им там производит очень благоприятное впечатление. И, конечно же, это большая заслуга и ваша, поэтому огромное вам спасибо. Я желаю вам, чтобы у вас хватило сил, было желание заниматься этой деятельностью, потому что эта деятельность, она очень сложная. Работать с людьми – это безумно сложно. Вообще работать в сфере ЖКХ – это очень сложно. А тут только женщины этим занимаются. Поэтому, коллеги, низкий поклон вам за ту работу, которую вы делаете. Я желаю вам только делать ее с честью, с совестью, и чтобы не было стыдно. А мы поможем. Мы поможем, потому что я понимаю, что мы надзорный орган, вы там, возможно, нас воспринимаете как какой-то там орган с мечом, карающий. Да, но вы поймите, если у нас есть обращение, живое обращение, где личность идентифицирована, установлена, где есть факт, мы выходим на проверку, мы обязаны выйти. Мы выявляем факт этого нарушения, мы не можем меры не принять. Мы такой орган, потому что за нами тоже постоянно нас контролирует прокуратура. Поэтому не допускайте вот этих вот вещей. И мы зато, у нас ведь вообще приоритет нашей деятельности – это профилактика правонарушений. Не покарать вас, не наказать, а именно профилактика. Поэтому для чего мы, собственно, и ездим, и общаемся с вами, для того, чтобы лучше спрофилактировать, донести до вас нужную информацию. Но меня радует то, что у вас размер платы нормальный. Меня прям радует. Мэр Инты Владимир Киселев поблагодарил управляющие компании, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Несмотря на сильные морозы в Приполярье, новогодние праздники прошли спокойно. Аварийные ситуации устранялись оперативно.